Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Проект закона о республиканском бюджете на 2024 год, а также ряд других важных законопроектов приняты в первом чтении. Какие крайние меры будут предприняты в отношении злостных неплательщиков и за счет чего можно сэкономить электричество? Актуальный репортаж программы. О новых книгах, о поддержке абхазских авторов и об истории Абхазии в интервью с прозаиком, поэтом и художником Владимиром Делба. В Абхазском многоотраслевом колледже определили победителей ежегодного конкурса среди первокурсников. Срок действия выданного вида на жительство увеличивается с 5 до 10 лет. Изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия приняты во втором окончательном чтении. В первом чтении парламент принял законопроект о республиканском бюджете на следующий год. Также в первом чтении приняты бюджеты 6 внебюджетных фондов и ряд других важных законопроектов. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Депутаты парламента в первом чтении приняли законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Параметры госбюджета по доходам составляют 14,3 миллиарда рублей, по расходам 15,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 1,4 миллиарда рублей. В новом году планируется увеличение доходов госбюджета более чем на 745 миллионов рублей за счет собственных налоговых и других поступлений. Республиканский бюджет по доходам на 2024 год, согласно проекту, составляет 10,9 миллиардов рублей, а по расходам более 12 миллиардов рублей. Дефицит республиканского бюджета – 1,2 миллиарда рублей. Расходы республиканского бюджета, как я сказал уже, сформированы в объеме 12,2 миллиарда рублей. При этом, если так более детально, уважаемые депутаты, обратиться в приложении 5 к нашей объемной пояснительной записке, вся структура расходов приведена по функциональному значению. При этом общий объем по сравнению с 2023 годом сокращается на 104 миллиона рублей. То есть идет сокращение расходов на 104 миллиона рублей по отношению к 2023 году. Самое большое сокращение происходит по разделу общегосударственные расходы. 311 миллионов рублей оптимизируются расходы. По другим позициям, естественно, есть рост, поэтому пропорциональная динамика есть. Также в первом чтении приняли бюджеты фондов репатриации, социального страхования и охраны труда, дорожного, пенсионного фондов, обязательного медицинского страхования, внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Во втором окончательном чтении внесены изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Теперь за нарушение рекламодателям, рекламопроизводителям и рекламораспространителям законодательства о рекламе придется платить штраф. Административному наказанию будут подвергаться как обычные граждане, так и должностные и юридические лица. Депутаты единогласно во втором окончательном чтении приняли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия. Теперь вид на жительство иностранным гражданам будет выдаваться на 10 лет. Документ представил депутат Дауд Хутова. Проект касается проблемы вида на жительство, который у нас сейчас есть, прежде всего у жителей Галского района, ну и ряда жителей Хварчанского района, соответственно, тоже. В первом чтении проект был принят на прошлой сессии. Там после этого было обработано, у нас появилось ряд вопросов, ряд уточнений, некоторые термины не устраивали. В итоге это все мы озвучили. Тимур Адамурович вместе с аппаратом уполномоченного провели дополнительную работу, подготовили поправку, и сегодня вот уже на ваше усмотрение, рассмотрение выносится эта поправка. В первом чтении принят законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции. По данным ГТК, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 тысячи никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей. Законопроект разработан в целях защиты жизни и здоровья населения, в особенности несовершеннолетних. Наряду с ввозом предлагается еще и запрет продажи, рекламы, реализации, переработки. В общем, максимально постараться ограничить, даже если не получится
полностью проконтролировать ввоз и продажу, да, нелегально, если будет поступать на территорию Республики Абхазия, по крайней мере, у наших детей доступ к ним будет усложнен. Они не смогут прийти в магазин вот так вот и купить без каких-либо проблем. Парламент в первом чтении принял поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность Общественной палаты. Законопроект предполагает ввести новый 25-летний возрастной ценз для членов палаты. Также запрещает лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, хроническими затяжными психическими расстройствами, быть избранными в палату. Общественная палата – это не орган, значит, исполнительной власти. И, значит, мне кажется, там должно быть больше, более широко представлены, значит, разные представители разных групп. Если парламент, условно говоря, будет представлять 6 членов, да, в принципе, и там тоже там у некоторых членов общественной палаты было такое мнение, что и президенту, допустим, да, и в парламент, чтобы общественные организации представляли, не чтобы внутри президент сам выбирал, кого он считает нужным, или парламент, как это у нас происходит с контрольной палатой, или чтобы представляли общественные организации, чтобы и максимально уйти от вообще политизации этого вопроса, чтобы это были там и профсоюзы, это были организации, ассоциации. Органы, коим является парламент, народное собрание, коим и являются органы местного самоуправления, это наши местные собрания, районные и городские, это тоже представительные органы. И они в существующей процедуре, органы местного самоуправления, представительные органы, они полноправно принимают участие в формировании общественной палаты. В этой связи представляется, что в случае принятия данного законопроекта может произойти существенный перекос в сторону представительной ветви власти, тем самым будет нарушен баланс. Существующая, еще раз повторяю, система с 2006 года нацелена на то, что общественная палата формируется из определенного количества представителей, утверждаемых исполнительной властью, в дальнейшем формируются, представляются органами местного самоуправления, представительными органами, направляются кандидатуры, потом они выбираются, дальше избираются представители общественных организаций, то есть нашего гражданского общества. Еще раз повторяю, что Общественная палата – это орган, обеспечивающий взаимодействие с исполнительной ветвью власти. В этой связи столь радикальное внесение изменений считаем преждевременным. В первом чтении приняты поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом. Согласно документу, оборудование для добычи криптовалюты будет конфисковаться при первичном присоединении к электросетям и нарушении законодательства. Конфискация оборудования будет осуществляться на основании решения суда. На сегодняшний день мы вынуждены платить сотни миллионов рублей, а может даже и миллиарды за нашу энергетику. Да? Из-за какого-то количества людей, которые там занимаются этой деятельностью, страдать все население не должно. Миллиард рублей или 900 миллионов рублей – это не построенные, значит, школы, не отремонтированные больницы и так далее. Можно по списку сколь угодно долго продолжать. С этим процессом в нашей республике нужно покончить, да. Может быть, это непопулярная мера, может, она грубая мера, да, но нужно заканчивать с этим, потому что львиная доля дефицита электроэнергии может, даже если и не львиная, но 30% приходится на незаконную добычу криптовалют. Парламент внес изменения в закон об актах гражданского состояния во втором окончательном чтении. Это позволит снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию. Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками утративших абхазскую национальность в результате исторических событий 19-20 веков. Также в законопроект вносится дополнение, в соответствии с которыми правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но также иностранные граждане и лица без гражданства. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Александр Анква провел совещание с участием вице-премьеров Джансу Хананба, Владимира Делба, Кристины Озган и председателя парламентского комитета по бюджету, финансам и кредитным организациям Беслана Халваш. Обсуждались дополнительные источники дохода в целях покрытия бюджетного дефицита, отдельные статьи и объемы ассигнований, предусмотренных по отраслям. Основное внимание было уделено вопросам финансирования государственных обязательств по социальной сфере и проблеме энергообеспечения. Грузинские участники женевских дискуссий в очередной раз не смогли продемонстрировать конструктивный подход и отказались обсуждать мирные инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье. В Женеве состоялся 59-й раунд международных переговоров. Ключевой вопрос повестки дня – подписание юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы так и остался открытым. Участники встречи обсудили другие проблемы, связанные с безопасностью на местах, и ряд вопросов гуманитарного характера. Проведение 60-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на апрель следующего года. Руководитель миссии USAID на Кавказе Джон Пеннелл объявляется персоной нон-грата в Республике Абхазия, заявил министр иностранных дел Инна Ларзенба. Также запрещается к реализации проекта при финансовой поддержке USAID. Глава МИД озвучил комплекс мер реагирования на непрозрачную деятельность и дезинформирование со стороны МНПО и агентства ООН. Объявить персоной нон-грата регионального руководителя USAID Джона Пеннелла. Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться МИДом Абхазии. Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии. Министерство иностранных дел Абхазии не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, не отражающей в полной мере цели и задачи конкретного проекта. Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Абхазии. Международные НПО и агентства ООН должны согласовывать с МИДом Абхазии выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций. Черноморэнерго обращается к абонентам с просьбой экономить электричество. Теплые дни позволили сэкономить мощности, что даст возможность в грядущее похолодание обеспечивать электричеством население беспрерывно. Между тем, энергетики отмечают рост показателей собираемости налогов, что стало возможным благодаря установленным приборам учета. Однако злостные неплательщики все еще не сдают позиции. Какие крайние меры будут предприняты в их отношении, за счет чего можно экономить электричество, и жители какой улицы Сухума показывают яркий пример ответственных граждан в репортаже Асиды Малия. Контролер Тереза Ждарханян с утра направляется, как говорит сама, к любимым абонентам. В зоне ее ответственности несколько улиц Сухума, а это многоквартирные и частные дома. В общей сложности около 2700 абонентов. Ее ежедневная задача без выходных – осуществлять обход абонентов и собирать плату за электричество. Жильцы улицы Семирджиевы самые любимые, потому что ответственные и добросовестные, говорит Тереза Ждарханян. Здесь самые высокие показатели по собираемости платежей. Так было и до установки приборов учета. Вот эта улица, когда она остается без наших счетчиков, а здесь одними из первых поставили на этой улице, еще при Накопе Лене, это одна из первых улиц, где было поставлено. Вот честно скажу, по 40 копеек я в месяц собирала 120 тысяч. Для нашего государства и вообще для энергосистемы это спасение. Вот честно скажу. Да, если мы не хотим ничего добиться, давайте пойдет как шло, и 30 лет мы... Но при этом мы хотим свет. Хозяин этого дома уже на пенсии, однако нашел себя в нужном деле. Во дворе импровизированная мастерская. Он ремонтирует холодильники, которые в основном портятся из-за скачков напряжения в сети. Если даже выключили, сразу включили, защита должна сработать.
А я не выключаю, кстати. Ну мы же не выключаем, потому что мы не дома. Мы Это как... не претензии к электричеству. Претензии только могут быть, если они дали повышенное напряжение. Ситуация с электричеством непростая, и потому энергетики надеются на понимание со стороны общества. Ведь проблема не сиюминутного решения. Вовремя отключенная лампа, печка и иные электроприборы могут помочь сберечь собственные ресурсы и перезимовать без потрясений. Если учитывать, что часть перетока мы покупаем с стороны Российской Федерации, то средняя стоимость для республики киловатт-час в пределах 3,94 рубля. За 1 киловатт мы оплачиваем. Значит, представляете, да, в какую сумму это все выльется. Это все делается для того, чтобы обеспечить людей бесперебойным электроснабжением на сегодняшний день. Ну и слава богу, пока это получается. В общем, есть договоренности об осуществлении перетока до конца этого года, до декабря месяца. Ожидать ли верных отключений? Ответить на этот вопрос гендиректор Черноморэнерго пока затрудняется. Ведь объемы потребляемой электроэнергии зависят лишь от абонентов. Они, в свою очередь, в сутки потребляют от 7 до 9 миллионов киловатт-часов. Кстати, этот показатель в разы ниже прошлогоднего за соответствующий период. Почему сложилось так? Ряд факторов. В первую очередь, конечно, это приборы учета, дисциплина платежная более или менее. Тем не менее, до того уровня, о котором мы сказали, что она хорошая, еще далеки. Благодаря этому перетоку у нас получилось немного поднять уровень воды на Ингургесе. Я думаю, он нам позволит более или менее безболезненно пройти месяц январь и февраль с учетом перетока. Будут ли проблемы? За март месяц пока ничего сказать не можем. Экономить электроэнергию не так сложно. К примеру, если отключить от сети масляный радиатор, высвободится около 2 киловатт в час. Столько же мы сбережем, если отключим кондиционер. Куда больше электроэнергии расходуют теплые полы. В среднем до 5-6 киловатт в час. И так в час, чтобы обогреть дом небольшой площади, мы тратим в среднем до 10 киловатт. Не говоря уже о других электроприборах – телевизоре, зарядных устройствах, духовой печи, утюге и многих других предметах, прочно влившихся в нашу привычную, комфортную жизнь. И самым первым шагом к экономии электричества является применение энергосберегающих ламп. В случае, если в доме каждый может контролировать собственное энергопотребление, то приемов в отношении многочисленных расточительных граждан уже почти не осталось. Контролер Тереза Ждарханян рассказывает, что злостных неплательщиков немало. Мне сложно работать по Эшбе в переулке, например, есть переулок такой, который очень негативно. Очень негативный. Я не говорю, что там все прям вот до единого, да, но 3-4 человека, которые в открытую говорят, вы к нам вообще не заходите. Не говорят, ноги переломаем, но почти так звучит. Почти так звучит. И при этом сами не идут платить. Я понимаю, пожилой человек, я понимаю, в свое время был поставлен 2-тонный бак. Был неучет, была неучтенка, все понимаем. Но сейчас мы предупреждаем, убирайте неучтенку, ребята. Будет очень сложно. Это электронный счетчик. Вот сейчас многие говорят, вот мы буквально недавно разговаривали, вот он много пишет. Не пишет, он много. Все, что у вас включено в сеть, телевизор остается включенным. Оставляем в розетку, поставили включенный телефон и ушли. Все, что где горит лампочка, все считает. Эти счетчики, они очень чувствительные. В Черноморэнерго в отношении злостных неплательщиков будут действовать решительно. С нового года в юридическом отделе начнут работу по формированию первичных документаций для отправки в суд. А злостным неплательщиком считаются абоненты, уклоняющиеся от оплаты за электроэнергию более 3 месяцев. Главный энергетик страны надеется, что этот метод даст результаты. Тем не менее, еще раз хочу обратиться к нашему населению, к нашим абонентам. Очень большая просьба, насколько это возможно, максимально экономить электроэнергию. Для того, чтобы мы были более или менее стабильны по этой части. Между тем, бюджет Черноморэнерго пополняется за счет добросовестных потребителей. За их деньги энергетики содержат сети, через которые получают электроэнергию и обогревают свои дома. И те, кто годами не платит ни рубля. Асида Мали, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Русская община Абхазии и торгово-промышленная палата Архангельской области договорились о сотрудничестве и взаимодействии по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Руководитель русской общины Абхазии Роман Рязанцев также принял предложение президента ТПП Архангельской области Виталия Лачихина стать официальным представителем торгово-промышленной палаты Архангельской области в Республике Абхазия. Также достигнута договоренность о сотрудничестве и взаимодействии русской общины Абхазии и Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. Сейчас в САФУ обучаются студенты из 52 стран мира на различных направлениях подготовки, среди которых наиболее популярными являются нефтегазовое дело, энергетика, IT-специальности, технологические машины и оборудование, стандартизация, метрология, педагогические специальности и другие. У жителя города Сухум изъято незаконно хранимое оружие. Далее оперативная съемка МВД. Житель столицы Джумутия Даур Раулевич, 1978 года рождения, задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум. В ходе досмотра автотранспортного средства, которым на тот момент управлял гражданин Джумутия, между передними сиденьями был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова с 8 патронами к нему калибра 9 на 18 мм. Согласно экспертной справке, изъятый пистолет является переделанным из охолощенного в боевой и технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. В отношении Даура Джумутия органом предварительного расследования столичного УВД по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. В Москве состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджоли, учредителя фонда Ашана Беслана Шакая с заместителем председателя Госдумы России Анной Кузнецовой. Обсуждались вопросы развития законодательства в сфере защиты и поддержки семьи и детства, воспитания подрастающего поколения, а также возможность распространения успешных инициатив на территории Абхазии. Одно из предложений, которое заинтересовало абхазскую сторону – всероссийское общественное движение «Отцы России» и проекты этого движения. Поддержка молодых авторов и активная творческая работа. Известный абхазский и российский писатель Владимир Делба нашел время, чтобы пообщаться с нашей съемочной группой. Чем сейчас живет Владимир Михайлович и его ближайшие планы? В репортаже Гугуцы Вардания. Они ждут своего читателя. Под таким заголовком в газете «Республика Абхазия» вышла статья известного абхазского и российского прозаика, поэта, писателя Владимира Делба. Материал был посвящен двум вышедшим недавно книгам, которые не оставили равнодушным Владимира Михайловича. Особенно его радуют молодые авторы. Один из них – Ален Пачкория, выпускник исторического факультета АГУ. И он написал небольшую книгу. Эта книга называется «Диктатура гаджета». Само название такое привлекательно необычное. И я с удовольствием эту книгу прочел, и я увидел в этой книге мало того, что талант начинающего автора, безусловно, хотя это первый труд. Там, ну, так сказать, есть причины для разборок, для критики даже, если с точки зрения профессиональной подходить. Но здесь немножко, так сказать, другая ситуация. Талант безусловен для меня, я его вижу. Книга «Диктатура гаджета» о том, как человеческое общество контролируется с помощью цифровых технологий и о том, как клиповое мышление исказило восприятие действительности. Однако остались еще те, кто стремится к подлинному культурному развитию. Помимо гаджетов, о которых там действительно идет речь, там и речь идет о романтике отношений. И там прослеживается линия, значит, вот этой постоянной, знаете, борьбы, которая на самом деле идет, борьба добра со злом. И если юноша в первой своей работе, в первом опыте, он это чувствует, значит, я думаю, это достойно внимания, это событие. Еще одним поводом для написания статьи в газете послужила книга Александра Орлова-Кречмера «Вожди и жертвы ВКПБ. К истории репрессий 1920-1930-х годов на Кавказе». В книге содержатся уникальные документы и фотоматериалы, рассказывающие о сталинских репрессиях на Кавказе, в Абхазии.
Издание книги стало результатом коллекционирования редких документов по истории. Здесь представлены материалы из коллекции Стэнфордского университета США, Государственного архива России, библиотеки, музеев, частных архивов коллекционеров из Германии, Финляндии, Украины, Франции, Абхазии. Материалы, рассказывающие о трагических событиях 20-30-х годов прошлого столетия. На страницах книги изображены сканы писем видных политических деятелей Кавказа, протоколы различных заседаний, материалы дел и допросов, стенограммы. Представлен революционный период 20 века в Кавказском регионе, деятельности, начало карьеры Лаврентия Берия, его абхазские связи, близость с Нестором Лакоба, рост политической напряженности на рубеже 20-30-х годов. Для себя я очень много фактов открыл, о которых не знал. Возможно, эти документы были где-то опубликованы. Это, опять же, так сказать, я не подчеркиваю уникальность всех документов, какие в книге. Но вот что меня, допустим, интересовало, я получил ответы на какие-то свои вопросы, а они возникали именно по ходу, значит, просмотра этих документов. Они все представляют интерес, потому что человек может, так сказать, и в какой-то степени вообще проблемы, несчастья, они затронули все семьи Абхазии практически. Каждая книга ищет своего читателя, а каждый читатель свою книгу. Но есть и такие издания, которые должны быть в библиотеке каждой абхазской семьи, делится с нами Владимир Михайлович. Я думаю, что вот такие книги, независимо человек, так сказать, занимается историей или не занимается историей, но историей интересоваться надо. И вообще в семье, я думаю, на полке, на книжной такая книга здесь у жителей Абхазии должна быть. Владимир Делба рассказал о поддержке книг абхазских авторов за пределами Абхазии. Я являюсь сопредседателем литературного совета Ассамблеи народов Евразии, и я вхожу в редакционные коллегии нескольких, достаточно серьезных журналов и газет, выходящих в Москве. Вот это мне дает возможность, некие преференции для того, чтобы публиковать в этих ли изданиях или через мои связи в каких-то других, публиковать наших авторов, помогать с переводами. И вот если говорить конкретно, я могу назвать, вот, ну давайте, есть такой проект «Лифт» с двумя «Ф», это, значит, литературный фестиваль фестивалей, значит, фестивали международные, они под эгидой Ассамблеи, проводились во многих странах. Наши авторы участвуют. Был фестиваль вот недавно в Каире, в Египте. Наши книги абхазских авторов были представлены на Каирской книжной выставке-ярмарке. Я вам скажу, кто был. Вахтанг Владимирович Абхазов, Анатолий Лагула. Вот это то, что касается Даур Начкебе. До этого когда-то наша землячка Эля Джикерба стала серебряным лауреатом фестиваля. Я горжусь, что удалось 6 авторов включены в антологию современных писателей Евразии. Причем, значит, эти авторы представлены на 3 языках. На родном, в переводе на русский, в переводе на английский. 6 авторов. Там и Муш Нетаевич Ласурия, там и Вахтанг Абхазов. Процесс поддержки абхазских авторов издания книг на абхазском языке продолжается. А тем временем сам писатель работает над своим новым материалом, который будет рассказывать об истории родного края – Абхазии. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Конкурс «Лучший повар» прошел в Абхазском многоотраслевом колледже. 10 студентов-первокурсников соревновались в приготовлении нескольких видов блюд и представляли их на суд жюри. Как справились юные повара с испытанием и кто из них стал лучшим, расскажет Рада Чичава. Говорят, кулинарное искусство сродни волшебству.
Надо полюбить сам процесс, вкладывать в каждую его минуту любовь к своему делу. И тогда обыденное, казалось бы, занятие, приготовление блюд, превратится в настоящее искусство. Совсем юные ребята, первокурсники Абхазского многоотраслевого колледжа по 3 направлениям кулинарии, сегодня состязались в конкурсе «Лучший повар». Мы сегодня проводим в этом учебном году «Лучший повар». Это мы и позапрошлом году проводили, но мы хотим в этом году возобновить эту профессию. 2 первых курса выбрали там по 5 человек, потому что вся группа мы не можем охватить, и по 5 человек решили вот сегодня провести конкурс. А в будущем, после Нового года, мы планируем еще один конкурс, там уже более расширенный, я надеюсь, может, 1-й, 2-й курс или наоборот, посмотрим, как получится. Я думаю, надеюсь, еще один конкурс будет. Главные герои конкурса совсем юные студенты со своими мечтами и планами, надеждами на будущее. И, конечно, легким волнением от конкурсной работы и суеты. Многие из ребят уже активно работают в самых разных заведениях нашей страны, как, например, Егор Коломыш, который в борьбе за звание лучшего повара представил судьям блюда национальной кухни. Сегодня я готовлю салат по-абхазски, абхазская кухня. Одно, да. С детства очень любил готовить и очень давно знал, что с начальной школы, что пойду именно на повара. В сентябре пошел на практику в ресторан «Анаша» и с начала октября работаю там поваром. Егор поделился, что подобный опыт участия в конкурсах очень помогает студентам реализовывать знания на практике, попробовать новое в любимой профессии и, быть может, даже бросить вызов самому себе. Попробовать себя, приготовить, попробовать людям, чтобы это люди оценили, попробовали, сказали, как это, показать свои способности. Джумбер Мужба подчеркнул, что в конкурсе принимают участие студенты 1-го курса 2 направлений – повара-кондитеры и повара европейской кухни. Каждый участник представил на суд жюри по одному блюду, в основном салаты и национальное меню. Строгое судейское жюри оценивало старания ребят по многим пунктам – внешний вид яства, вкусовые качества, мастерство подачи и оформления. Честно говоря, многие хотели участвовать, не по 5 человек, а хотели даже по 10 человек. Все хотят, понимаете, это им очень интересно. Вот сейчас не сказано так, чем теория, им больше это нравится, готовить все время, им вот это... Мы, не то, что вот конкурсы, мы еженедельно проводим здесь лабораторные работы, вот прошли какую-то тему, скажем, там... салаты или там супы, вот они уже на практику показывают свое, что они изучили, как это готовить, все здесь на месте показываем. У нас есть такая возможность, чтобы это показать все. Подобные конкурсы проводятся ежегодно. После короткого перерыва было решено возобновить традицию. Как рассказал Джумбер Мужба, конкурсная работа в группе с сокурсниками очень мотивирует не только студентов, но и преподавательский состав колледжа. Подстегивать немножко и преподавателей, и студентов, это уже какой-то ответственность. Они сегодня даже в 8 часов пришли, вот, знаете, вот очень интересно им, вот как они, вот каждый старается, чтобы победить, что ли, или там, я не знаю, но очень им интересно, и для них это очень важно, и для нас тоже. После приготовления блюд ребята представили свои работы на суд членов жюри. Сегодня я готовил абхазскую национальную кухню, это салат по-абхазски, в состав которого входят помидоры черри, болгарский перец, огурцы, микс зелени, 3 вида, укроп, кинза и петрушка, аджика и оливковое масло. Победители конкурса были награждены почетными грамотами и восторженными отзывами коллег. Рада Чачава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Важная новость для модниц. Пантон объявил главный цвет наступающего года. Им стал Пантон Peach Fuzz – персиковый, сообщил институт в соцсетях. Выражение Peach Fuzz переводится на русский язык как «пушок». Мягкий ворс, который покрывает кожуру персика. Организация описала этот оттенок как теплый и уютный, говорящий о стремлении к единению с окружающими. Напомним, в прошлом году институт объявил главным цветом Пантон карминовый красный. В завершении выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 8 декабря на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, 13, днем 12, 17. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.